Я переехала в Испанию в 2019 году вместе со своей дочкой Айданой. Как я попала сюда? Я работала раньше в казино Питбоссом. У меня был тут турнир. Я познакомилась в ресторане с великолепным парнем. В Испании зарплата, у всех разная. Это зависит больше не от твоего даже образования, а больше от твоего желания. Мое мнение, что кыргызстанцы, когда едут за границу туристами, переезжают, нам нужно всегда помнить, что мы великий народ. Если они, живя не в Кыргызстане, не в своей стране, будут продолжать вносить вклад душой и сердцем в Кыргызстан разным способом, наш Кыргызстан станет круче, чем Швейцария. Добрый вечер, дорогие наши телезрители. Как вы знаете, мы находимся в Испании, возле стадиона Реал Мадрид. И сегодня у нас в гостях наша соотечественница Касмалиева Наргиза. Смотрите нас, будет интересно, не переключайтесь. Касмалиева Наргиза Манасовна родилась в Кыргызстане в городе Токмок. Закончила Бишкекский гуманитарный университет, факультет европейских цивилизаций по специализации английский язык. С 2007 года жила и работала в России, в казино, в организации турниров по городам и странам, занимала должность питбосса. В 2019 переехала в Мадрид, вышла замуж во второй раз. В 2020 стала дистрибьютором международной сетевой компании «Атоми». В 2021 вошла в лидерский состав Евросоюза и Кыргызстана в «Атоме». Стала моделью в Испании. С 2022 начала ездить по странам и обучать людей сетевому бизнесу. На данный момент работает редакционной и коммерческой моделью. На постоянной основе оказывает помощь детям из Кыргызстана с особенностями здоровья. Мечтает войти в попечительский совет благотворительного фонда в Кыргызстане. Помогать детям масштабно. Пишет книгу «Замужем». Воспитывает 2 детей. Страна солнца и моря, ярких цветов и хорошего настроения. Испания для Наргизы стала настоящей мечтой, которой она шла долго и настойчиво. Здесь девушка освоила новую профессию, стала успешной, а самое главное, здесь она нашла свое счастье, вышла замуж и родила 2-го ребенка. Пойдемте познакомимся поближе, посидим, чай попьем, покушаем. ¿Le traemos otra silla? No, no hace falta. Теперь знакомь. Хочу познакомить со своей семьей. Кстати, на испанском семья это будет фамилия. Фамилия? Да. Это босс нашей семьи, Хосе, мой кайната. Это кайнине, мама, Лола. Это мой муж, Игнасио. Это моя дочка, Айдана. И мой сыночек Абдель. Со своим мужем Наргиза познакомилась в Испании чуть более 5 лет назад. Наши обычаи кыргызские и испанские, они схожи и подходят, и когда вообще семейные бывают какие-то моменты решить, и как получается, и вообще как вы с собой находите в таких случаях общий язык. Он говорит, он ждал вопросов таких, по такому. Y se las ha preparado ella. Y a ver, yo lo que debo decir que realmente yo venía de estar soltero, viviendo solo, sin ningún tipo de responsabilidad ni nada, con 36 años tenía en aquel entonces. Y de repente encontré a esta maravillosa mujer y un año más tarde estaba casado y con 2 hijos. Entonces... Он говорит, что большую часть своей жизни он был холостым, жил один.
И, ну, то есть он жил один и был холостым в течение 36 лет. А потом как-то так получилось, что он познакомился, говорю, с чудесной женщиной, с моей мамой. И, говорит, и спустя год он, то есть, был уже женат и с 2 детьми. Сразу? Да. В испанских семьях принято трепетно относиться к памяти о предках. В каждом испанском доме можно найти какую-нибудь семейную реликвию. Зачастую такие вещи являются настоящим раритетом. Я зашел смотреть столько раритетных здесь искусств. Если можно, пару слов. Puedes ver aquí abajo, está dedicado a mi bisabuelo. Это, говорит, эта картина очень знаменитого художника, но эту картину этот художник посвятил его прадедушке. Es del siglo XX, que es de un pueblo que está en la Candelaria, que es un pueblo de aquí. Да. А эту картину тоже narисовал довольно известный художник, но это уже было посвящено отцу моей бабушки, то есть прадедушке, да. Este de aquí le pintó el padre de una vecina. De una amiga. De una amiga. А эту картину нарисовал отец соседки какой-то нашей. Próspero García Gallardo. Gallardo. Gallardo, Próspero García Gallardo. Y este, junto con estos, bueno, perdón, estos tres son de un pintor, es un pintor africano. Este es, este de aquí fue premio nacional en una feria en Vancouver. Эти 3 картины, они от одного африканского художника, и именно эта картина, она была награждена Премией. Да, премией в Ванкувере. В Ванкувере? Да. Sí. En Canadá. Esto es mi hermano vivía en Canadá y cuando murió, pues me quedé yo con estos cuadros. Потому что его брат, он жил долгое время в Канаде, и, к сожалению, после того, как он умер, эти картины передались младшему брату. Такие приятные сердцу вещицы испанцы могут собирать в течение всей жизни. Потом эти коллекции передаются по наследству потомкам. Так и создается семейная история. Recuerdos de donde hemos estado. И вот эти вот маленькие все фигурки, да, они их покупают, когда они путешествуют. То есть они были много где, и они покупают каждый домик в разной стране. En Kirguistán no encontramos. Да, в Кыргызстане они не нашли именно домика, но у них была юрта. Они покупали маленькую юрту. Tenemos una yurta. Bueno, sí, tenemos una yurta, es verdad. Tenemos dos. No, pero sí, pero Mira, la tienes tengo ahí. aquí una yurta. Да, и вот тут можете посмотреть. Есть юрта? Да. Там, да? Es que hacemos colección yurta. Да, они делают, а бабушка моя делает, у нее есть коллекция маленьких шкатулочек, и вот она, да? юрта, да, которую они купили в Кыргызстане. В Испании Наргиза не только нашла свое семейное счастье, но и смогла реализоваться в новой профессии. Наргиза, вот мы как раз разговаривали о вашей работе, чем вы занимаетесь в Испании. Можете рассказать, что именно, и что это за продукция, и что им делать, и как этим пользуются? Да, я с удовольствием расскажу. Эта компания международная, называется она Atomi. В некоторых странах Atomi. Это интернет-платформа. Это интернет-платформа. Такие как Amazon, Wildberries. Это интернет-платформа, где продукция вся премиум и люкс. И это не бренд, как многие думают. Это не производитель. Тут производство с разных стран, экспорт с разных стран, с разных материков. И я являюсь предпринимателем в этой компании. Это приложение в телефоне. На сегодняшний день это 86 стран. И каждый год пополняются новые страны. И когда первый раз я узнала от своей мамы. То есть она была просто потребителем, и я была потребителем. И у меня была аллопеция. Это облысение. Да. И я пробовала все. И тут решила попробовать новый продукт. И... То есть вы пришли к этому через себя, через здоровье, да. И узнали об этом, да? Да. Да. И вот сейчас у меня вот такие вот волосы шикарные. И когда я узнала, что маркетинг,
что это, я решила, что буду строить команду, строить бизнес в этой компании. И мой муж меня поддержал. Он сразу сказал: все, если хочешь, занимайся. Я тебя поддержу, в чем тебе нужна поддержка. И мой кайната меня поддержал. На изучение новой профессии у Наргизы ушло полгода. Результаты долго ждать себя не заставили. За 6 месяцев девушка вышла на первый уровень доходов. Могу открыть и показать. Да. Я еще провожу всякие мастер-классы и учу девушек. Это не обязательно делать в Атоме, но я это делаю по своему желанию. Это набор, он состоит из 4 наименований. Глубокое очищение, это умывашка, это пилинг-скатка и маска-пленка. Она подходит для всех. Вот. И после этого, когда человек пользуется, неважно, мальчик или девочка, регулярно, он становится, он выглядит моложе, чем свои одноклассники. То есть да. Молодеет, да? Да, молодеет. Вот. Также он для подростков, у кого проблемная кожа, он подтягивает кожу. Вот. Это вот такой вот набор. Это премиум-класс. Вот. Это вот ампулы, интенсивная терапия, предположим. Что такое интенсивная терапия? Это кому очень-очень срочно нужно привести свою кожу в порядок. Вот такие вот ампулы. Да. Это люкс качества уже. Этот вот тоник как раз от выпадения волос. Вот это. Да, он на травах без гормонов. Вот А как пользуются им? Сколько раз или что? Как? Один раз, вот, день? да, один раз побрызгали на кожу головы. И вот у меня муж тоже, у него макушка начала лысеть 2 года назад. Вот он пользовался. И вот так же я. Также вот все для здоровья. Да. Покажу вам на примере вот 3. Это омега. Ну, омегу все знают. Да. Это сальпальметта, это витамины для мужчин. Мой муж всегда их принимает. Он профилактика простатита. У кого там после 45 все мужчины должны следить за своим здоровьем. Вот. Это как раз вот для мужчин. Это memory для памяти. Какой плюс, чем отличается, предположим, здоровье от других компаний? То, что здесь сертификаты международные. И также есть огромное количество халяльных. Продукции, да? Да, халяльные. Халяльные не только, предположим, там биодобавки, также и косметика есть халяльная. Потому что эта компания есть еще в мусульманских странах. Дорогие телезрители, дорогие наши соотечественники, если вы хотите пользоваться именно качественной продукцией, Атоме, да, или Атоме, мы как раз везем от имени Наргизы в Бишкек. Испания – это не первая страна, в которой успела пожить и поработать Наргиза. До этого была Россия. До 23 лет девушка жила в Кыргызстане, поэтому ей есть с чем и что сравнивать. Я жила в Москве больше 10 лет. Ну, в Москве, в принципе, так же, как и в Кыргызстане. А здесь, в Европе, ценности в Испании. Очень ценности похожи на ценности кыргызстанцев. Это семья, ценность образования и окружение, друзья. Вот. Это ценности у испанцев. Отличается то, что здесь можно жить свободно, можно реализовывать себя в любой сфере. Если ты хорошо рисуешь, ты можешь реализовать себя здесь как художника. Если ты шьешь, ты можешь себя реализовать здесь как дизайнера. Если ты поешь, ты можешь реализоваться как певец. Вот. То есть все возможности не ограничивает ни в чем. И что ты хочешь делать, можешь без проблем, да? Да. А вот такой вопрос. Мы знаем, что вы до этого еще были моделью, выступали на подиумах. И вообще, как это получилось, модель, потом перейти на другую работу? И сейчас чем занимаетесь? Я была моделью в Испании. Как я попала в модельное агентство?
Я решила, чтобы моя дочка, она была подростком, раскрепостилась и пошла в модели. Мы пошли на кастинг, и директор кастинга, она подумала, что мы вдвоем пришли. И она говорит, приходите на следующий день, мы пришли, я как мама ее повела, и она говорит, почему ты сидишь? Я говорю, ну, как я вот привела. Она говорит, давай, переодевайся. Я говорю, а я тут при чем? Они говорят, ну ты же тоже же модель. Я говорю, нет, я мама. Они удивились? Да, они удивились, они думали, что мы сестры. И говорит, давай ты тоже будешь моделью. Ну, так как у меня не было опыта, я никогда не ходила по подиуму. Вот, я сказала, я не умею. Они сказали, мы тебя научим, ты будешь ходить обучаться. Вот, и я сказала, ну, чтобы поддержать свою дочь, я сказала, хорошо, я тогда тоже буду. Вот так вот я попала в модельное агентство, участвовала в разных... Модельных. Была моделью разных дизайнеров. Mercedes Fashion Week. Вот, вместе со своей дочерью. Около 2,5 лет. Была лицом в Дубаях. Испанского бренда. Потом мне стало это... потом я была, так как я работаю в компании Atomy, это международная компания, я подумала, почему бы еще и не спонсировать показы. То есть модельные показы, да? Да. Я была параллельно и моделью, и спонсором. И в какой-то момент я поняла, что это очень тяжело быть и моделью, и контролировать спонсорство. И я приняла решение, что я буду только спонсором. Потому что в модельное агентство я пошла в большей степени ради своей дочери. Хоть Испания далеко не богатая страна, но здесь все делается для жизни и для комфорта людей. За это Наргиза полюбила солнечную страну всей душой. Сама я из Токмака. Вот, и я всегда чувствовала, что мне надо жить там, где больше людей. Вот, и я всегда чувствовала, что Бишкек – это не мой предел. Мне надо туда, где еще больше людей. И где люди свободные. В Испании зарплата, у всех разная. Это зависит больше не от твоего даже образования, а больше от твоего желания. Если ты хочешь много зарабатывать, нужно приносить пользу людям. Это мое мнение, что чем больше ты приносишь пользу людям, тем больше ты зарабатываешь. Мой муж инженер, у него зарплата около 4-4,5 тысяч евро. Моя зарплата больше моего мужа испанца. Я плачу налоги. Я законопослушный гражданин. Налог мы здесь платим, если ваш доход превышает годовой 22 тысяч евро в год. И если этот доход идет один доход с одного места. Если у вас несколько видов дохода, тогда, например, 2 бизнеса, ваш доход более 12 тысяч евро, вы уже платите налог. Страны как люди. Кто-то вызывает симпатию с первых минут знакомства, а кому-то надо присматриваться долгое время. Испания – это та страна, в которую, как правило, влюбляются с первых минут. И во многом благодаря ее красоте. Продолжение нашей беседы. Наргиза, расскажите, мы где стоим и какое место здесь это в Испании, в Мадриде? Так, мы сейчас находимся, это музей Прадо. Кстати, я здесь рядом живу. Музей Прадо – это национальный музей, который входит в 20-ку самых посещаемых и значимых музеев в Европе. У меня еще такой вопрос. Сбылись ли ваши мечты? Вы добились ли своего успеха и то, что вы хотели в этой жизни? И что в будущем вообще, какие планы у вас и что бы вы хотели еще, какие-то мечты, чтобы сбылись? Да, конечно. Вообще в моей жизни мои мечты всегда исполняются. И в Испании моя мечта осуществилась, что у меня есть дочка Айдана, 17 лет ей. Я всегда хотела, чтобы она получила образование где-то за границей. Вот это одна из моих мечт, которая исполнилась.
И я всегда хотела пожить в стране, где менталитет более свободный, чем в Кыргызстане, посмотреть вообще, как это, классно это, хорошо ли это, плохо ли. Вот тоже мечта. Правильно поставленная цель, уверенность в себе и умение использовать все навыки. Это именно то, что, по мнению Наргизы, позволит добиться успеха в чужой стране. Наргиза, на продолжение нашей беседы. Как раз мы сейчас пришли и стоим возле знаменитого стадиона Реал Мадрид. Да. Сейчас, конечно, идет футбол. Я хотел бы задать такой вопрос. Вы считаете ли себя успешной? И вы как думаете, как можно добиться успеха? И что надо делать, чтобы быть успешной? Да, я считаю себя успешной в Испании. Почему? Когда я переехала в Испанию, я не знала ни языка, ни одного человека, никого не знала. И так как в прошлом я жила в Москве и работала в казино, я поняла, что здесь мне нужно искать работу с таким же доходом примерно хотя бы. И я начала, когда ребенку было, моему сыну, 3 года, мы его отдали в садик, и я начала строить бизнес международный, и начинала здесь, в Испании, не зная никого. И на сегодняшний день я вхожу в лидерский состав Европы всей, и считаюсь топ-лидером в Испании. Я и еще один Хавьер, испанец. Преподносить себя правильно, говорить о своем народе и его традициях с гордостью. Такой совет дает Наргиза всем кыргызстанцам, которые намерены уехать в другие страны. Именно так весь мир сможет узнать о величии кыргызского народа. Наргиза, вот многие кыргызстанцы добились успеха за границей, точно так же, как вы. Вот вы что бы пожелали бы нашей молодежи, которая хочет сюда приехать, что они должны знать и вообще как они должны представлять страны Европы? Самое главное, вот что я хочу сказать молодежи, так как моей дочке 17 лет, скоро 18, обязательно нужно учить языки иностранные. Так как испанский язык стоит выше английского, потому что латинская вся Америка говорит на испанском, Северная Америка. Обязательно учить языки, не лениться. Мое мнение, что кыргызстанцы, когда едут за границу туристами, переезжают, нам нужно всегда помнить, что мы великий народ, гордиться, рассказывать людям не только о том, где находится это на карте, а кто мы, что мы всегда были свободными, никогда не были ни у кого в рабстве, в рабов не держали. И это надо нести вот по жизни, особенно в других странах. Потому что когда мы живем в Кыргызстане, мы забываем. Вот. И скажу на своем примере, что я рассказываю всем своим родственникам со стороны мужа, кто такие кыргызы. И они считают, что мы очень крутые, самый крутой народ. Очень уважают. Рассказывать наши традиции. Потому что, когда ты живешь в Кыргызстане, и эти все традиции, ты думаешь, ну вот сейчас 21 век, как это все надоело, зачем это все делать. Но когда ты живешь за границей, ты понимаешь, что какой ты крутой, ты кыргызстанец. И рассказывая все эти традиции, ты рассказываешь не только о том, откуда ты, но кто ты есть. Это вот очень круто. И как они относятся к нам, вот ваша семья, испанцы вообще? Если брать конкретно мою семью, они относятся очень-очень уважительно, потому что они летали в Кыргызстан перед тем, как я вышла замуж. А дальше они будут относиться так, как вы покажете, кто вы есть. Да. Так как у нас есть такое уважение к старшим, в Испании здесь тоже это очень почитается уважение к старшим. То есть похожие эти, да? Да, поэтому мне вот очень легко здесь, потому что я делаю то же самое, что я делаю в Кыргызстане, и здесь это очень почитается, уважают.
ценят. Наргиза уверена, Родина для каждого человека, а в глубине души это святое. Родину не стоит забывать никогда, потому что это частичка нашего счастья. Наргиза, а как вы видите вообще в будущем Кыргызстан? Будущее Кыргызстана, вот конкретно лично я вижу, что сделают большой вклад те, кто живет за границей, такие как я. Те, кто просто переехал и рад. Наконец-то я уехал из Кыргызстана, наконец-то я живу в Мадриде. Нет. С такими людьми наш Кыргызстан круче не станет. А вот именно тот, кто уехал, по учебе остался, по работе, по замужеству, женился, не сбежал из Кыргызстана, таких же людей много. Если они, живя не в Кыргызстане, не в своей стране, будут продолжать вносить вклад душой и сердцем в Кыргызстан, разным способом, наш Кыргызстан станет круче, чем Швейцария. Хотел бы поблагодарить вас и от нашей компании подарить вам небольшие презенты. Вы знаете, у кыргызов всегда уважают гювалдарды и одевает колпак. Для вашего мужа хотим вот такой колпак надеть, чтобы вы были счастливы. Рахмат. Да. Да? Вот. И брендовые наши такие от телеканала «Пирамиды» сувениры. Спасибо. Это вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за участие в нашей передаче. Что там лежит? А можно, да, вытащить? Она любит очень сильно платки. Это парамей. Кепка моя.